Тем временем Ленара Иванова прокомментировала видео Рустама Набиева на своей странице в Фейсбуке. Пост стал своеобразным ответом на публикацию слэдж-хоккеиста, который показал, как приходится забираться по лестнице в поликлинику номер 46 по улице Аврора 5/2 и тащить за собой коляску. Вице-премьер поблагодарила Рустама за поднятую тему. На создание доступной среды в социальных учреждениях Башкортостана потребуется более 8 миллиардов рублей. Госпрограмма «Доступная среда» стартовала в 2011 году. По словам Ленары Ивановой, разом все построенные в советское время объекты государство перестроить не может. Например, 90% поликлиник Уфы находятся в приспособленных помещениях. Вице-премьер попросила руководителей профильных министерств обратить пристальное внимание на тему создания доступной среды при планировании средств на капитальный ремонт. Банкоматы теперь не нужны за наличными в кассу. В России расширяется эксперимент по снятию денег с касс магазинов. В Башкортостане задействовано уже 30 малонаселенных пунктов республики, расскажет Радмир Азнабаев. Эксперимент коснулся села Акбердино пару месяцев назад. Раньше, чтобы снять деньги, сельчанам приходилось ездить за 20 километров в Нагаево. А если и там по каким-то причинам не удавалось вывести наличку, то люди и вовсе отправлялись в Уфу. Пару месяцев назад один из местных ресторанов начал сотрудничество со Сбербанком. Так получилось, что мы приехали отдохнуть. Здесь очень красивая природа, с девочками, с дочкой, с племянницей. И в спехе мы, как всегда, не обналичили денежку, потому что в городе-то мы привыкли оплачивать все картой, и наличку практически сейчас ни у кого нету, а здесь этого не требуется. Сама операция требует небольшую комиссию, как и в банкомате, только сумму выбирает сам посетитель. Чтобы обналичить средства, необходимо купить в магазине любой товар. Единовременно можно снять до 5000 рублей. Удобство, дополнительный народ, который приходит, проходя мимо, даже могут зайти, что-то приобрести и снять наличные. Поселка, где нету Сбербанка, это очень удобно. В Башкортостане эта программа стартовала в конце 2018 года. Сейчас она есть только в 30 населенных пунктах, но до конца года охват планирует увеличиться в 3,5 раза. Мы планируем развивать этот проект и планируем, что у нас до конца года будет больше 100 населенных пунктов, и будем планомерно охватывать именно те населенные пункты, где не представлены Сбербанк, где нету банкоматов и где нету филиалов банка. Практически любой магазин из отдаленной деревни или села может сам предложить банку включиться в проект, оставив всех только в плюсе, помочь сельчанам в обналичивании средств и увеличить свой товарооборот. Главное зарегистрировать торговую точку в качестве банковского платежного агента. Сейчас торговые точки, где можно снять деньги, можно заметить под таким вот специальным наклейком. Специалисты Сбербанка в течение полугода планируют доработать проект и внедрить обналичивание уже без покупок. Кроме того, в будущем в магазинах можно будет оплачивать госпошлины и различные услуги. Радмир Азнабаев, Артур Елаев. Новости. Иглинский район.